В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск новостей от Сапшала. С вами сегодня я, Гугут Савардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в программе в преддверии профессионального праздника. Каждое третье воскресенье июня в Абхазии отмечается День медицинского работника. Как определиться с выбором профессии? Мы пообщались со студентами и преподавателями Абхазского государственного университета. Родительская суббота и День Святой Троицы. Православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников. Каждое третье воскресенье июня в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, отмечается День медицинского работника. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил медучреждения Очимчирского, Тхуарчалского и Галского районов и поздравил медперсонал с профессиональным праздником. Репортаж Эсмы Голанзе. Множество наших соотечественников трудятся в области медицины. Это врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой, санитары. Всех их объединяет общее желание помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня медики на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. На их плечи легла огромная нагрузка и ответственность за здоровье людей. В преддверии Дня медработника Министерство здравоохранения и профсоюз работников здравоохранения республики поздравили медиков Очимчирской ЦРБ. Коллектив больницы наградили почетными грамотами и памятными подарками. Я хотел бы вас всех поздравить с предстоящим праздником Днем медицинского работника, пожелать вам крепкого здоровья, самых наилучших пожеланий, терпения. Мы знаем все, что сегодня все наши медработники в белых халатах находятся на передовой. Во все медицинские учреждения хочу приехать лично и уже практически объехал все лечебные учреждения. Непосредственно вам здесь сказать слова поддержки. Спасибо вам за ваш труд. Как бы вам ни было трудно, во все времена вы делаете все возможное и невозможное, чтобы спасать людей. Особенно вот в это трудное время пандемии, при коронавирусной инфекции. Вы сделали все. И от вас очень много отзывов, только хорошие. И ваш дружный коллектив всегда вместе со своим руководителем вы делаете все возможное. Очимчирская ЦРБ принимает не только пациентов района. Лечиться сюда приезжают из Тхуарчала, Гала и даже Сухума. Пациенты всегда оставляют теплые отзывы о врачах и медперсонале больницы. Хочу сказать спасибо всем тем, кто принимает участие в этой трудной работе. В данном случае это мой коллектив, который на самом деле титанический труд. Нас мало, но мы стараемся выполнять все, что нам поручено. И мне кажется, мы иногда делаем даже более, чем того мы могли бы делать. И поэтому каждому нашему сотруднику огромное спасибо, низкий поклон. Спасибо Министерству здравоохранения, которое нам помогает во всем, поддерживает. И слава богу, у наших жителей есть возможность получать препараты бесплатно. Это дорогостоящая история. И всем понятно, что очень сложно, и не каждый человек может купить. Но у них есть возможность, когда они ложатся в стационар, абсолютно не покупая ничего, они полностью на нашем обеспечении. Это, конечно, очень помогает нам. Далее министр здравоохранения направился в больницу города Гал. Представители министерства здесь уже ждали. Эдуард Будба поблагодарил медиков за труд и вручил им почетные грамоты и памятные подарки. Поздравляю вас. Медработники больницы тепло поблагодарили министра за приезд и при этом отметили, что больнице хотелось бы больше внимания. Не только в отношении, чтобы приехать, чтобы спросить, какие у нас проблемы, чем мы занимаемся. У нас есть еще амбулатории, и ни один министр к нам никогда не приезжал. Я вас приглашаю в нижнюю зону Гальского района посмотреть амбулатории, потому что за эти годы, за 26 лет, было очень много сделано, вам очень понравится. Я вас уверяю, что я приеду к вам в нижнюю зону, в верхнюю зону. Это вся зона наша, Республика Абхазия. Я во всех лечебных учреждениях буду. С предстоящим профессиональным праздником поздравили и медиков Тхуарчалской ЦРБ. Коллектив во главе с главврачом Лали Гаргулия также удостоился почетных грамот, памятных подарков и добрых пожеланий. Трудно переоценить значение медицины в жизни человека. Профессия врача, как говорил Чехов, это подвиг. Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически. Эсма Голанзе, Артур Каландия, Абхазское телевидение.
Своих коллег-медиков с профессиональным праздником поздравили и абхазские врачи, работающие за пределами республики. Они прислали видеообращения, в которых выразили им благодарность за самоотверженный труд в тяжелое время борьбы с пандемией коронавируса. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю профессиональных успехов вам, счастья, здоровья вам и вашим близким. Последний год был для нас всех испытанием. Я надеюсь, все его прошли без потерь. Всего самого лучшего. Уважаемые коллеги, с Днем медицинского работника! Особенно сейчас хочется пожелать всем крепкого здоровья. И несмотря на нечеловеческие условия труда, оставаться сильными, терпеливыми, чуткими, конечно же, жизнерадостными. Мои глубоко уважаемые абхазские коллеги, спасибо вам большое за самоотверженный труд, за спасенные жизни и за преданность нашему общему делу. С большим уважением и сердечной теплотой от имени Московского государственного медико-стоматологического университета поздравляю вас, дорогие соотечественники, представители всего медицинского сообщества с профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд, а особенно за борьбу с коронавирусной инфекцией. Крепкого вам здоровья, здоровья вашим родным и близким, сил и терпения. Каждый год тысячи абхазских выпускников школ решают вопрос, какую профессию выбрать. Хорошо, когда у человека с детства есть определенное призвание, и он знает, что он станет музыкантом или спортсменом. Однако таких случаев единицы. Зачастую молодые люди выбирают профессию, исходя из ее престижности или востребованности на рынке труда. Так как же определиться представителям нового поколения с выбором профессии? Мы пообщались со студентами и преподавателями Абхазского государственного университета. Малена Гугухи – студентка физико-математического факультета. Несколько лет назад выбрала направление «Прикладная математика». Сегодня девушка на 4-м курсе. Хорошо сдав один из выпускных экзаменов, радостно беседует с нами. Малена – будущий программист, но будет ли она работать по специальности, пока неизвестно. На вопрос, куда пойдет и что будет делать после окончания вуза, ответила, что уже нашла работу операционистом в банке. Выпала возможность устроиться, да и с людьми, как говорит Малена, она очень любит общаться. Просто мне нравится общение с людьми. И это одна из таких работ, где это предоставляется. А почему ты выбрала физмат? Физмат я выбрала с помощью своей мамы, потому что она здесь училась, и она посоветовала мне именно сюда поступать. И математические способности? Ну, в школе, да, математику я хорошо знала, но также дополнительные занятия помогли все равно поступить сюда. Так что... То есть мама посоветовала? Мама посоветовала, да, либо экономический, либо физико-математический. Это более интересно прозвучало, и я выбрала именно этот. А сама ты вообще о чем мечтала? Может, я хотела поступить на медицинский, но это надо было в Россию, это потом надо было 10 лет учиться, из этого я передумала и осталась здесь. А вот кроме медицинского больше ничего? Ну, может быть, дизайнер, потому что я любила рисовать. Ну, в принципе, сейчас тоже люблю рисовать. А вот сейчас то, что ты выбрала физмат, тебе нравится? Ну, да, в принципе, да, просто у меня нет таких определенных способностей в программировании, из-за этого, может быть, мне не так интересно было, но мои однокурсники, они прекрасно работают и также преподают у нас тоже, в принципе, до нас доходят, доносят все. А вот, возможно, осуществишь свою мечту когда-нибудь? Дизайнер или медик? Ну, не знаю, все возможно впереди. Я не знаю, что завтра будет, но пока что мне нравится, где я нахожусь, и то, что заканчиваю, то, что работаю в банке. То есть для 20 лет неплохое достижение. Малена добавила, что вполне вероятно, что она будет работать по профессии и даже, возможно, пройдет дополнительные курсы по программированию. Но это пока не точно. Декан физико-математического факультета и завкафедрой математического анализа Ниязби Пачули с сожалением отмечает, что на их факультет с каждым годом поступает все меньше студентов. В основном от 8 до 15 человек. Молодые люди охотнее идут на прикладную математику. Там набор около 25 человек. Между тем, для поддержания интереса для абитуриентов на кафедре физмата уже много лет проводятся бесплатные подготовительные занятия по математике. По субботам мы проводим занятия с выпускниками школы Абхазии. Для учащегося это бесплатное. И там в этом году я очень доволен. Записались более 25 человек, интересуются, ходят. И человек 10 мне очень нравится. Они как задают вопросы, как решают те задания, которые я им даю. Я думаю, что в этом году
на прикладной математике будет хороший прием. По словам декана, конечно, не все работают по специальности, но некоторые его ученики преподают на кафедре, а работает Нияз Бипачулия в университете уже 54 года. Однако за все это время спрос обучения точным наукам небольшой. Среди абхазских студентов, как и прошлые годы, наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как экономист, юрист, международник, историк. Например, исторический факультет востребован всегда. Здесь учатся историки и международники. Студенты, обучившиеся по госзаказу, как и на некоторых других факультетах, обязаны отработать в школах. В этом году в среднеобразовательные учреждения были распределены 18 человек. Однако это не всегда получается. Иногда бывает, что мы присылаем в школу, вроде бы востребованы, вроде бы на целевой заказ, но не всегда школы наши их принимают. Приезжают они, проходит, конечно, 4 года, это много, наверное, времени. Иногда бывает, что мы направили, там накладка, учитель есть, учительница есть, если даже в возрасте она работает. И вот они самостоятельно тоже ищут, мы это учитываем. Они приносят по истечении 2 лет справку о том, что они отработали, все, мы выдаем им диплом. Вот историки у нас в этом году 50 человек закончило. Это довольно-таки большое количество. Абхазский и русский сектор. Кстати, я должен сказать о том, что абхазский сектор, председатель комиссии, удивился, как они защищали дипломную работу на абхазском языке, на чистом, хорошем, красивом абхазском языке. Эти студенты, которые, если мы их направим в абхазскую школу, они готовы преподавать на абхазском языке. Но, к сожалению, в школах мы еще не готовы. Нет учебников на абхазском языке. Требовать от школьников изучать историю Абхазии, если нет учебника, это сложно. В основном также историки работают в сфере туризма, экскурсоводами. Кто-то, по словам декана исторического факультета Алика Габели, остался и преподает в университете. Кто-то продолжил обучение, чтобы после бакалавриата получить степень магистра. Выпускники магистратуры не всегда тоже идут в науку. Но это причина ясна. Наука, извините за такое некрасивое слово, не кормит. То есть они вынуждены искать, конечно, такие работы, которые бы их содержали, чтобы зарплата и так далее. Но, по крайней мере, у нас, например, осенью этого года уже 3 человека наших выпускников исторического факультета, которые закончили бакалавриат, магистратуру, затем аспирантуру, должны защищать кандидатскую диссертацию. У нас есть очень хорошие молодые аспиранты, преподаватели, которые могут заменить нас в будущем. Что касается международников, то среди них немало талантливых студентов. Однако рабочих мест недостаточно. Если говорить о молодых людях с дипломатическим образованием, то мест, конечно же, не хватает. Я думаю, что наши выпускники будут востребованы. И они востребованы. И очень многие работают в международных организациях наших. Я очень часто встречаю, когда я прихожу на эти, я вижу своих выпускников, очень рад этому. Некоторые уезжают учиться в Европу, в магистратуру. У нас специалитет на международных отношениях. Они продолжают учебу в Европу. Так что они не потеряются. Хорошие студенты, выпускники никогда не потеряются, они будут востребованы. Что касается еще одного востребованного среди молодежи юридического факультета, то количество поступающих сюда молодых людей, как и прежде, не меняется. От 65 до 85 человек. Последние годы приема на заочное отделение здесь не было. Поэтому речь идет только о дневном отделении на 2 сектора – абхазский и русский. Как правило, из этого количества поступают примерно человек 40. По словам декана юридического факультета Сергея Смыр, в прошлом году из-за пандемии были введены ограничения. Многие абитуриенты были не совсем готовы к экзаменам. Понимая, что учебный год 2020-2021 года в школах тоже первый семестр сентября фактически не занимались, наверное, контингент поступающих абитуриентов будет такой же слабый, как и в прошлом году. Но понижать уровень в университет для поступающих мы никак не можем. Это все-таки высшее учебное заведение. Уровень, конечно, должен быть другой. В связи с этим абитуриентам, которые желают поступать, я предлагаю немножко подумать. Не всегда слушать родителей либо одноклассников, все вместе идем на какую-то специальность, а вспомнить, может быть, какие-то были у него детские, может быть, желания чем-то заняться. Может быть, есть склонности какие-то. Обратить на это внимание и поступать в техникум, профессионально-технические училища.
Но если он собирается поступать к нам в университет, на юридический факультет, он должен все-таки, конечно же, быть готовым. И мы не можем не только абитуриенты, но и нашим студентам говорить, вот пандемия была, и в связи с этим давайте мы вам оценки поставим или выдадим дипломы. Они-то потом через какое-то время пойдут работать. И тогда никто не будет спрашивать, вы в какой период обучались, либо заканчивали школу или вуз. Хороших студентов часто оставляют в университете или направляют на работу по специальности. Как правило, в любом вузе 8-10% из выпускников, если остаются или заканчивают хорошо, это считается нормальным явлением. Не только здесь у нас, в Российской Федерации тоже вузы, приблизительно вот такая цифра. Мы пытаемся оставлять таких студентов у нас, но иметь только высшее образование сегодня недостаточно. Им необходимо поступать в магистратуру либо аспирантуру. И в последнее время через Россотрудничество наши вот хорошие выпускники поступают в аспирантуру, либо вот Олег Алексеевич использует свои связи для того, чтобы вне вот этих квот Россотрудничества могли бы обучаться в российских вузах, в аспирантурах и магистратуре. И мы таких специалистов имеем. Вот в прошлом году у нас был выпуск на 5-м курсе, 2 человека завершили. Одна поступила и обучается в Москве, в юракадемии так называемой, а второй поступил в Южный федеральный университет в аспирантуру. Чтобы 2 человека в 1 год закончили и поступили в аспирантуру, это, в общем-то, совсем-совсем неплохо. Несмотря на большой конкурс на популярные факультеты, далеко не все поступившие заканчивают вуз. Ведь учиться сложно. И сложнее вдвойне, если ты еще не нашел себя. И только в процессе учебы понимаешь, что тебе это чуждо и неинтересно. При этом, как пояснил Сергей Смыр, несмотря на большое количество юристов, на деле ощущается их острая нехватка. Когда мы говорим о хороших юристах, мы говорим о тех, которые хорошо обучаются. Любой обучающийся в вузе, в любом вузе, он получает теоретическую часть. Практическую он, конечно же, должен получить на работе. То, что было в советские времена, наставники, старшие, которые имеют больший опыт, это должно оставаться. Но когда приходит сырой материал, из него слепить что-то очень-очень тяжело. Многие руководители ведомств, министерств обращаются к нам с просьбой найти не только выпускников этого года, а прежних лет. И иногда у нас это получается найти хорошего, достойного. Хотя есть у нас и бакалавры, которые обучаются, 4-й курс завершили, а на 5-м курсе 1 семестр только занимаются. И их хороших прям отрывают. А вот эта застенчивая девушка вполне может стать хорошим специалистом. Амина Беби – студентка 2-го курса педагогического факультета. Профессию выбрала по душе, скромно говорит студентка. Я пошла на педфак, потому что я очень люблю общаться с детьми. Естественно, мне нравилась эта профессия, и выбрала. Скажи, пожалуйста, после университета ты пойдешь сразу преподавать. Что будешь делать? Скорее всего, пойду работать учительницей. Между тем, в республике ощущается нехватка специалистов в области среднепрофессионального образования, мало строителей, инженеров, сантехников, электриков и так далее. Обучаться таким профессиям многие молодые люди считают непрестижным. У каждого человека свое понимание о престижности профессии. Для одних это высокооплачиваемая работа, для других возможность оказаться на вершине карьерной лестницы благодаря востребованности специальности. Есть и те, для кого престиж профессии определяет мода. Что я буду делать и как сложится моя жизнь после учебы? Это главные вопросы, которые задают себе молодые люди после университета. Работать по специальности не всегда получается. Кто-то уже создал семью. Кому-то профессия, которую он выбрал, стала не по душе. Однако самое главное – найти себя. 20 июня православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. А накануне в родительскую субботу принято поминать всех покинувших этот мир, в особенности близких родственников. Что можно и что нельзя делать в эти дни? И каковы главные традиции праздника Святой Троицы? Смотрите в нашем следующем материале.
Уже 2 года послушник Иоанн в миру Алхас-Кове вырезает из дерева уникальные иконы. Такие образы носят в себе не только религиозное значение, но и частичку души иконописца. Образ Троицы, над которой сейчас трудится мастер, выбран не случайно. Будучи подростком, он увидел удивительный сон, в котором 3 одинаковые высокие фигуры, похожие на ангелов, спасают его от страшных мук. Семья Алхаса далека от религии, и никто не смог объяснить ребенку значение того сна. Позже, попав в церковь, Алхас увидел икону Троицы, и его словно осенило. Впоследствии именно в религии и этом кропотливом труде Алхас обрел призвание и смысл жизни. Находясь здесь в монастыре, во славу Божию, я решил постараться оставить свою лепту для храма, для Бога здесь на земле. Одна икона находится в Мокском храме, икона Спиридона Тримифунского. Еще икона находится у нас в монастыре Иоанна Златоуста. Я сделал немало икон, находясь здесь. Дошел до Святой Троицы. Святая Троица, Бог наш в Троице. Троица – это богословский термин, который отражает христианское учение о Боге. Это ключевое понятие православия. Бог един и одновременно троичен в лицах – Отец, Сын и Святой Дух. В православии допускается лишь символическое изображение Троицы. Образцовой считается известная икона Андрея Рублева, написанная в XV веке. На ней Всевышний представлен в виде 3 ангелов. Автор подчеркивает равенство и единство всех 3 лиц, но вместе с тем и их самостоятельность. У ангелов разные лики и одежды. Конечно, все учение Святой Троицы, оно таинственно. И мы до конца не можем понять, как можно, чтобы Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух были бы раздельны, но и нераздельны. Но все это божественное, чудесное, поэтому у Бога все не так, как наш разум раскладывает и как наш ограниченный разум определяет. Сам Бог безначальный, несотворенный. Бог Отец непостижимый до конца для нашего ума. Поэтому и мы говорим, что мы верим, и мы называем это верой. Вера, мы не говорим теорема, мы не говорим доказательства, потому что это исходит и от нашего сердца, и от нашего разума. Троица – важный христианский праздник. Отмечается он всегда в 50-й день после Воскресения Христова. По мнению историков, зародился он в конце мая 30-го года нашей эры и совпал с ветхозаветным праздником Пятидесятницы. Поэтому в церковном календаре День Святой Троицы сохраняет двойное название. В этот день православные христиане идут на божественную литургию, многие причащаются. Этот светлый праздник должен быть наполнен добрыми размышлениями и делами, идущими от чистого сердца. А вот предаваться унынию, ссориться, сквернословить, замышлять недоброе – это то, что делать нельзя, особенно на Троицу. Это и радостный праздник. Мы ожидаем его с трепетом всегда. И, конечно же, встречаем этот праздник Святой Троицы цветами, зеленью, как обновление мира, обновление человечества. И в этот день все христиане устремляются в храмы, все идут в храмы с зелеными ветками, с цветами, и богослужение особенное. В этот день читаются особые молитвы, троичные молитвы, которые они несут в себе особый дух. Накануне праздника Троицы православные молятся обо всех когда-либо живших людях, поэтому эту родительскую субботу называют Вселенской. Всего таких суббот в году 8. Поздравление с Троицкой родительской субботой у нас не слишком распространено, однако это особый памятный день. Ведь окончившие свой земной путь сами уже не могут ни прибавить благих дел, ни покаяться в грехах, ни просить Бога. Зато мы можем просить для них милости, просить упокоить их. В эту
родительскую субботу, мы особенно молимся за усопших наших родителей. И, конечно же, мы в этот день поминаем и посещаем могилы. На могилках есть традиция класть цветы, зеленые ветки. И, конечно же, совершают поминальные трапезы дома. Они угощают бедных, многодетные семьи. Очень хорошо в этот день заниматься благотворительностью, помогать бедным людям и многодетным семьям, больным, посещать больницы, темницы и таким образом поминать усопших наших родителей, сродников. В эти дни христиане молятся о снисхождении благодати Святого Духа. Кроме того, верующие молятся и об умерших, ведь согласно Евангелию у Бога все живы. Эсма Голанзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Следующую программу «Асапшила» проведут мои коллеги, а я с вами прощаюсь. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!